Алло, Катя, это ты? я. Привет, Катя. Как дела? Какая Катя? Это Настя. Тихомирова. Нет, Тихомирова. Тихомировой нету. Нету Тихомировой. Настя. А я хотел Катю. Нету, извините. До свидания. Шальчененко отправили работницу с микрофоном узнать, а если Науседа вдруг закроет и то КПП, что у них под боком. Мы здесь просто выживаем. В Литве цены нереальные. Куда-нибудь съехать отдохнуть нет. Поэтому, как говорится, Лукашенко дал, наши забрали. А может ли гражданин Беларуси сегодня пожаловаться вот так же, как эта литовка? Пожаловаться на ситуацию в Беларуси? И вот же как интересно получается. Такая демократическая Литва, гордо борющаяся за права и свободы всех и вся, запрещает своим гражданам ехать на восток. Что сделать? Ну, с нашей стороны точно ничего не сделаешь, бо откроешь рот, сразу поедешь в тюрьму. У нас же сейчас так. Данный человек белорус, но его представили как литовца в этом репортаже. А откуда у вас информация, что это белорус? Ну, потому что я лично снимал этого белоруса. Хорошо, подскажите вашу должность. Ну, как вас Блогер. представить? Блогер моя Блогер, должность. Да? Осторожнее там с материалами экстремистскими. Если уже что-то и делаете, то делайте качественно. Спасибо вам большое за отзыв. Привітання! Работница з мікрафоном Катя Тихомирова, агентство тэлевізійных навін, наманула беларусаў, сказіўшы сэнс нашай апытанкі. Сюжэт гэты выйшаў месяц назад, але і да гэтых пор адказ ад белтэлерадыёкампаніі па существу мне не прыйшоў. Яны мне толькі адказалі на тое, што ў іх няма пацверджання таго, што я з'яўляюся грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. Паглядзіце сёння, як агентство тэлевізійных навін дурыць беларусаў. В Беларуси сажают людей за то, что они рот открывают. А она подала это так, что это литовец сказал. Так почему она так сделала, еще вопрос? Зачем? Поняла, Андрей Владимирович. Спасибо за информацию, да. Что вы хотите, чтобы какие действия были со стороны агентства теленовостей? Ну, надо опровержение дать, потому что это манипуляция, искажение. Это же недостойно уровня телевидения. Республиканская база обращение БЕЛ. Если вы хотите в электронном виде написать, то только через эту базу. Понимаете, дискредитация происходит в Республике Беларусь вот в такой ситуации. Плюс еще она же использует материал, скачанный с экстремистского ресурса. Это же распространение экстремистских ресурсов получается. Они же в определенном контексте это показывают. Они просто на нашем сайте какой-то экстремистский там материал. Не, ну тут закон все-таки на первом месте, а не ваша интерпретация. Так, вы в одну кучу все сгрузили. А вы юрист, Запишите извините? телефон агентства теленовостей, если вы хотите устно пообщаться. В лучшем случае, конечно, письменное обращение пишите, свои претензии высказывайте, и руководство будет рассматривать. Да. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Это Андрей Паук хотел пожаловаться на сюжет от Екатерины Тихомировой. Жалуйтесь в свои органы власти. Так у меня же есть свои органы власти белорусские. У вас? А вы уверены? Так, да, у Вы меня их паспорт. признаете? У меня паспорт, гражданин то есть, как раз таки. то есть вы признаете все белорусские органы власти своими, верно? Ну, можем подискутировать на эту тему. Можете Нет, я интервью задала взять у вам меня. простой вопрос, какая Я признаю то, что органы власти, так называемые, приняли на себя ответственность оказывать услуги гражданам Республики Беларусь. Вот я гражданин Республики Беларусь и жажду, чтобы мне оказали услугу. Это же... Подождите, давайте разберемся. У вас действительно белорусский паспорт? Да, я его прислал вам сегодня в вашу эту организацию. А зачем вы нам паспорт выслали? Но так как мне дали ответ, что Белтелерадиокомпания не располагает информацией о наличии у меня гражданства Республики Беларусь. Ну, к сожалению, я ваш паспорт не видела. Вот когда увижу, тогда сможем поговорить. Пока он до меня не дошел. Ну, такая, Виктория, как же профессионализм? Какой профессионализм? Действительно, ну какой профессионализм? Ну, при чем здесь профессионализм к обращениям граждан? Мы реагируем на обращения граждан Беларуси, которые признают, во-первых, верховенство белорусского закона, во-вторых, легитимность всех органов власти Республики Беларусь, законно избранных. Вот вы, вопрос вам опять, признаете?
Я не признаю, выборы были сфальсифицированы. Об этом мы можем поговорить в отдельной передаче. Но даже если я не гражданин, вот послушайте, даже если к вам обращается не гражданин Республики Беларусь, он имеет право на объективную, полноценную информацию о работе госорганов белорусских, даже если они нелегитимные. А почему я должна об этом судить? Эти граждане, которые не являются гражданами Республики Беларусь, пусть обращаются там в свои органы власти, в свои средства массовой информации. Я здесь при чем? Ваша Белтельрадиокомпания использовала наш видеосюжет, исказив действительность. Мы должны возмущаться по этому поводу. О, Господи, какой ваш видеосюжет? Вы делаете видеосюжеты? Да, мы на границу Шальчининка ездили опрашивать литовцев. И вот Катя Тихомирова взяла, я не знаю, ли она, или кто-то ее надоумил. Взяла, спасибо. Значит, взяла и использовала в своих пропагандистских целях или в ваших пропагандистских целях. И получилось, что, оказывается, не белорусы жаловались на белорусскую власть, а литовцы на литовскую. Послушайте, это вы считаете, что цели пропагандистские, а мы считаем, что это информирование населения. Понимаете? Так вы же сказали. И наоборот, раскрытие истинных целей наших так называемых, в кавычках, оппонентов, которые работают против не только государства Республики Беларусь, но и граждан этого государства, то есть каждого конкретного белоруса. Вы за что людей-то своих не любите? Как-то не люблю. Я очень даже люблю моих рудобельцев. Я с ними очень хорошо работал. Они мне доверяли. Как вы назвали? Рудобельцы из Октябрьского. Знаете, Рудобелка такой есть поселок. Я знаю, откуда вы. Вот. Спасибо, что знаете. Так вот, там люди мне доверяли. Я даже в депутаты баллотировался в 2018 году и в основной день голосования выиграл даже провластного кандидата. И я их люблю, я даже люблю чиновников своих любил, я с ними все время беседовал, снимал их, призывал к ответственности. Тоже признаете их законно занимающими свои должности? Тогда они занимались законно, если мерить законом. Ну, законно, ну пускай, ну как мы можем сопротивляться? Ну пусть законно, ну так я им уповаю на закон. Подождите, но закон очень четко определяет и нашу жизнь, и правила, по которым мы живем. Здесь нет такого, подождите, а может так, а может это. Все правильно, согласен. Так и вам задаются конкретные вопросы. Слушайте, на самом деле это демагогией можно долго заниматься. Я понимаю, что вам нужно денежки зарабатывать. Спасибо вам за то, что вы мне... И я стараюсь вам помочь, чтобы вы выжили, да. Понимаю, что не просто в современном мире всем нам. И понимаю, почему вы активизировались тоже. Это все понятно. Мне очень приятно, что вы используете мои сюжеты в своих пропагандистских... Я ничего не использую. Не вы, ваша команда. Так я готов с вами сотрудничать и дальше. Может, вам что-то снять надо? Нет, спасибо. Литовцев опросить? Давайте. Вы говорите, я работаю против белорусов. Так давайте я на белорусов поработаю. Давайте на вашу нелегитимную власть поработаю и посмотрю, как вы готовы к сотрудничеству. Как вы готовы договариваться? Работаете на нашу власть, показывая все, чем вы живете. Спасибо вам большое. На здоровье. Так вот, насчет недозаконов. Помните, сказал Лукашеночка ваш? Недозаконов иногда. Вот что хочешь, что и думай. Кто сказал, простите, я не знаю такого. Лукашеночку как вы назвали? Не знаете. Нашего президента Республики Беларусь? Да, вашего. Вы цитируете? Да, сказал, иногда не до законов перед прокурорскими работниками выступал. Вот что видите, думаете? Даже вы цитируете президента Республики Беларусь. То есть он задает инфоповоды, в принципе, всегда. А без него как-то у вас не получается. Это правда? Вы правы. Он великий скоморох. Он великий скоморох. Так, видите, вы же не можете дать ответ на этот вопрос. Вы же не можете... начинаются оскорбления, это уже уголовная статья. Лукашеночка – это оскорбление? Нет, вы сказали другое слово. Скоморох? И это оскорбление действующей власти и законно избранного президента Республики Беларусь. Скоморох. А как он называет нас? Я понимаю, почему вы не хотите возвращаться. Да, а как он нас называет, помните? Послушайте, мало это уже не оскорбление? Меня, Виктория, спасибо, что уделили мне внимание. Я понимаю, что с этими аргументами спорить сложно, когда вы работаете на власть, и когда ваше качество жизни зависит именно от этой власти. Я работаю для своих людей, для белорусов. А что о вас белорусы думают? Вы знаете, опрос мы не проводили. А вот проведите. Из последнего, могу вам сказать, из личного общения, думаю, это очень хорошо. Благодарили сегодня зрители меня. Да, охотно верю. У нас же нету, вернее, у вас же нету альтернативы. Независимых телевидений нету, только YouTube, интернет.
Господи, боже мой, детский сад. Так что, вы отработали там гранды свои, нет? Ладно, давайте еще один вопрос, я уже пошел. Вот можно, вы уповали на закон? Нет, нельзя, я не даю вам интервью, на самом деле. Хорошо, не давайте. Это чисто моя добрая воля, что я не кладу трубку, но, к сожалению, мне пора. До свидания. До свидания. Я уже всю информацию ей передала. Так она как-то сожалеет, что она сказала? Послушайте, это уже разговор не со мной, так что уже в последующем связывайтесь с ней, и тогда уже с ней будете разговаривать. Здравствуйте. Катя Тихомирова на работе есть? Нет, Катя, пока нет. Перезвоните, пожалуйста. А когда будет? А кто спрашивает? Паук спрашивает. Понятия не имею, когда она будет. Перезвоните чуть позже. Здравствуйте. Когда вы Пауку дадите ответ уже? А с кем я разговариваю? С Пауком. Руководство приняло решение списать в дело. Так списали, а отвечать не собираетесь? Нет. А чего вы не собираетесь отвечать? Я решение руководства не обсуждаю. Ну вы же телевидение не самое последнее. Вы же пример объективности. Руководство приняло решение. Ну стыдно за решение вас. Вы видите. Ну как вот руководству... Нет, так пускай хоть напишут, что они оставили рассмотрение без, по существу и все такое. Мне же вообще ответ никакой не пришел. Принято решение списать в дело. Так а мне дайте Значит, ответ. на то есть какие-то основания у руководства. Так пускай об этих основаниях напишут. Вы хотите пообщаться с руководством? Да, хочу. Вот поджали хвосты и уже не знают, что делать. Да как так можно Кто работать? поджал хвосты? Ну, руководство ваше, и отвечать не хотят. Ну, вы так не выражаетесь? А как? Мы с вами не на базаре, вообще-то. Вот я посмотрю на Озаренко, на Лукашенко, как они выражаются. Так что, мне так нельзя? Отморозки, плесень человечества, гнойная. Как там оно любит это все? Нравится вам такое? Кому должно быть стыдно? Мне не стыдно. Если вы хотите устно пообщаться, у нас нет такой формы обращения, устная форма. А плохо? Есть письменная или электронная. Видите, письменно неэффективная. Можете прийти на личный прием граждан. Мы вас приглашаем и обсудите лично с руководством на личном приеме граждан. Ну, вы же понимаете, что Почему это вы не невозможно. получили ответ? Вы же понимаете, что вот невозможно поэтому вам и прийти. отказано, поскольку мы понимаем. Ага, вот. Ну, наконец-то дождался ответа. Угу. Значит, закрылись, испугались. Все, до свидания. Боитесь Разговор ответственности. И это телевидение. Не, ну Науседа открыто сказал, что границы закрываются из-за враждебных высказываний и политики в сторону Литвы. Ну, а люди при чем? Правильно. Ну, закройте политикам, пускай не едут, а люди пускай едут. Вот так же вспомнил в Украине. Вот бомбят украинцев, а люди при чем? Добиваются политических уступок. Да, Одна власть от другой. Вот. Ну, люди должны страдать. Это ж старая, как говорится, какая там, русская, не русская, неважно. Народная поговорка. Ну, паны дерутся, ну, а холопы страдают. Вот и все. Так а что делать? Что делать? Я не знаю, что вы тут будете. Ну, с нашей стороны точно ничего не сделаешь, бо откроешь рот, сразу поедешь в тюрьму. У нас же сейчас так, вы знаете. У вас, может, чуть-чуть посвободнее, как говорится. Не, ну я имею в виду, да, в Литве чуть-чуть посвободнее. Нет, в Литве абсолютно ничего с этим, потому что вообще очень многие против, да, но как бы точно никого не сажают. Но они оправдывают это тем, что ситуация нестабильная, да, и нужно лучше контролировать, поэтому меньше пунктов, лучше контроль. Ну вот.